Доброго дня вам! Я Мурат бин Муслим, и вы на канале Курдское просвещение. Новые факты в рубрике «Обо всем понемногу». Этот тип муравьев проживает на территории Курдистана, и научное название этого насекомого – Катаглипис курдистаникус. Этот цветок растет на территории Курдистана, и научное название этого растения – Линария курдика. Это герб курдских рыцарей Сирии. Это эмблема Союза курдских писателей. А это курдская национальная одежда, экспонаты Национального музея Грузии. Это курдские вязаные носки, датируются 1930 годом, город Сулеймания, иракский Курдистан. Это фотография из архива Дмитрия Ермакова. На фото курдские бойцы из Кавказа. Фотография сделана в 1890 году. Напомню, что Дмитрий Иванович Ермаков был фотографом-путешественником, этнографом, одним из наиболее известных фотографов Грузии. Во время русско-турецкой войны Дмитрий Ермаков был военным корреспондентом. Родился фотограф в 1845 году, ушел из жизни в 1916 году. Дмитрий Ермаков оставил много фотоматериалов, в том числе и про курдов. Это фотография из шведского этнографического музея. На фото королева Швеции Сильвия с курдскими женщинами, которые ткут ковер. Фотография сделана в 1980 году. Эту фотографию сделал французский археолог Жозеф Дебае в городе Ереван в 1898 году. На фото курдская девушка. Это курдский режиссер, актер и сценарист Амо Бекназарян. Родился 19 мая 1891 года. Ушел из жизни 27 апреля 1965 года в городе Москва. Амо Бекназарян является одним из основателей курдского кино. В 1926 году Амо снял первый курдский фильм «Заре». Вот две афиши тех времен. Это Джамиль Ага, предводитель клана Руди. Он был членом Иракской палаты вождей. Именно он попросил короля Фейсала открыть курдское радио в Багдаде в 1932 году. И уже первая курдская радиопередача с багдадского радио была 29 января 1939 года. Продолжительность передачи была всего 15 минут, а к 1946 году продолжительность курдской передачи составляла уже 2 часа 45 минут. Это курдский костюм жениха, экспонат Израильского музея. Эти две золотые монеты относятся к древнему государству зендов. Зендское государство было образовано в 1750 году Каримханом Зендом, а столицей государства был город Шираз. Это курдский журнал «Караван», выпущенный в Югославии в 1968 году Ассоциацией курдских студентов Европы. Журнал печатался на арабском языке. Курдистан в исторических летописях. Эта книга называется «Пикник сердец», автором которой является древнеиранский географ-путешественник Хамдулла, умерший в 1349 году нашей эры. Дата рождения географа неизвестна. В этой книге есть отдельная глава под названием «Курдистан». В 1994 году в Казахстане вышла в свет книга под названием «Национальные блюда курдов». Автором книги является доктор химических наук Халима Амо. Этот сосуд, предназначенный для воды, относится к эпохе курдских мусульманских правителей аюбитов, датируется 1250 годом нашей эры. Эта монета тоже относится к эпохе аюбитов, датируется 1250 годом нашей эры. Такие монеты чеканились в местности Харран. Эта тарелка тоже относится к эпохе аюбитов, датируется 13 веком, экспонат Музея искусств в США. Из архива Курдской библиотеки. В 1935 году в городе Ереван вышла в свет книга под названием «Мубар». Это сборник из 15 стихов и коротких рассказов. Автором является Вазире Надири. Книга состоит из 92 страниц. Стоит отметить, что Вазире Надири был пионером курдской короткой истории. Это золотой динар древнекурдского государства, датируется X веком. Эта фотография была сделана в Париже в 1911 году. На фото Давуд Паша Аль-Хидари,
В 1925 году он был депутатом в иракском парламенте, а позже стал министром юстиции в Ираке. Давуд Паша Аль-Хидари был курдом по национальности. Это Линя Таха Карим, студентка курдской национальности, которая победила на парламентских выборах в Исландии и является первой курдской женщиной в истории исландского парламента. Линя Карим является еще одним из самых молодых политиков. Ей всего 21 год. Ее отец эмигрировал в Исландию в 1996 году. Линя Таха Карим – студентка юридического факультета. А напоследок курдская пословица: 7 раз в своем доме поищи, а потом уже у соседа проси.